Село Мая расположено в центральной части района, в 52 километрах к юго-востоку от города Якутска по автодороге Амга. Население около 10 тысяч человек. Село основано 11 апреля 1902 года. В 30 году стало центром вновь образованного Мегино-Кангаласского района Якутской ССР, который объединил в себе Мегинский и Восточно-Кангаласский улусы. Организация районного центра в селе Мая способствовала становлению и ускорению процессов индустриализации села. За годы советской власти Мая стала одним из крупных сел, промышленных, культурных и административных центров заречной группы районов. В 2007 году административный центр Мегино-Кангаласского улуса был перенесен из Майи в Нижний Пестях. Село Мая является культурным центром улуса. Имеется Дом народного творчества, районный краеведческий музей, районная центральная библиотека, детско-юношеский эстетический центр «Кыталык», средние общеобразовательные школы и лицей, детская школа искусств. Уже 4-й год в селе Мая проводится турнир УАЗ-4х4 памяти Виктора Долгунова среди автомобилей карбюраторного и инжекторного вида марки УАЗ. Турнир проводится с 2015 года по инициативе друзей Виктора Долгунова, Андреева Прокопия, Расторгуева Владимира и Романова Николая Георгиевича. Виктор Долгунов являлся одним из лучших водителей марки УАЗ в предприятии ЖКХ. Он был не только профессиональным водителем, но и качественно умел ремонтировать все виды автомашин. Друзья и товарищи всегда обращались к нему за помощью, он никогда им не отказывал. В 2008 году Виктор Долгунов вместе с Владимиром Расторгуевым впервые участвовали в республиканском турнире Ха-Раян, где заняли призовое место в одном из этапов и, как говорится, открыли дорогу другим. С тех пор команда из Мегино-Кангаласского улуса участвует в гонках Ха-Раян и завоевывает призовые места. В этом году, 17 марта, так полюбившиеся многим из нас автогонки УАЗ-4х4 собрали большое количество как участников, так и болельщиков местности Мая-Алага. На открытый турнир приехали 62 экипажа из Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Татнинского, Хангаласского, Нюрбинского районов и города Якутска. На поединок вышли 27 инжекторов, 34 карбюратора. Призовой фонд турнира составил 750 тысяч рублей. 56 спонсоров помогли призами. Соревнования прошли столь зрелищно, что зрители не расходились до конца выявления победителей, яростно болея за своих участников. Рев моторов, скорость, адреналин, витающий в воздухе дух азарта придавали этому соревнованию еще больше мужественности, силы, а зрителям неповторимых эмоций. Соревнования прошли по 4 этапам. Согласно положению, в составе экипажа принимают участие 2 участника. Первый этап – биатлон. Второй – пятое колесо. Гонки с трюками с запасным колесом. Третий этап – профессионализм, преодоление участка дороги задним ходом с заменой водителя. Четвертый этап – езда по кругу, где участники должны проехать трассу с обязательными правилами и снежными барьерами. В первом этапе в категории карбюратор уверенную победу одержала команда «Фортуна» из Намского улуса. Второе место заняла команда «Автомастер» Мегино-Кангаласский улус. И третье призовое место заняла команда «Мамонт-2» из города Якутска. В категории «Инжектор» победу одержала команда «Марыкчан», экипаж Чурапчинского улуса. Второе место – Менетрофи, команда из Мегино-Кангаласского улуса. На третьем месте вышла команда «Сайсар», город Якутск. Балалас катая! Армадана!
На втором этапе среди карбюраторов на пьедестал вышли команда «Фортуна», на втором месте команда «Бешеный», обе команды из Намского улуса. Третье призовое место одержала команда из Чурапчинского улуса «Маруся». Среди инжекторных на этом этапе первое и второе место получили наши земляки, команда «Гроза». На втором команда «Майя Хантер». На третьем месте вышли сразу две команды: экипаж «Мюрю Хантер» из Усть-Талданского района и команда «Эркени» из Хангаласского улуса. На этапе профессионализм среди карбюраторов все три призовых места одержали команды из Намского улуса – «Армада», «Фортуна» и «Дахсун». Среди инжекторов первое место заняла команда «Хантер Татта» из Татнинского улуса. На второе призовое место вышла команда из Намского улуса «Хантер». И третье место команда «Октем» из Хангаласского улуса. Fortuna, 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 basta con esta!
В четвертом этапе езда по кругу. Вперед вышли среди карбюраторов команда «Автомастер». На втором месте команда «Догдоно». Обе команды из Мегино-Кангаласского улуса. И тройку лидеров замкнула команда из Намского улуса «Фортуна». Среди инжекторов не нашли равных команды из Мегино-Кангаласского улуса. Первым финишировала команда «Гроза», вторым «Агрессор», третьим «Манчары». По итогам 4 этапов на призовые места вышли следующие команды. Среди карбюраторов на первом месте команда из Намского улуса «Фортуна». Второе место заняла команда «Автомастер». И третье призовое место команда «Догдоно». Обе команды из Мегино-Кангаласского улуса. В категории «Инжектор» на пьедестал вышли 3 команды из Мегино-Кангаласского улуса, чем порадовали своих многочисленных болельщиков. Первое место заняла команда «Гроза», второе место команда «Мене Трофи» и третье почетное место заняла команда «Майя Хантер». Помимо всех этапов прошел абсолютный чемпионат Супер Экстрим – преодоление труднопроходимого участка дороги со снежными барьерами. В категории карбюратор равных не нашла команда К2. Второе место заняла команда Дахсун. Обе команды из Намского улуса. Третье призовое место заняла команда из Мегино-Кангаласского улуса Догдоно. Среди инжекторов одержала победу команда из Мегино-Кангаласского улуса «Гроза». На втором месте финишировала команда из Чурапчинского улуса «Лидер». И тройку лидеров замкнула команда из Татинского улуса «Хантер Татта».
Группе компании Колми в этом году исполняется 25 лет, и, соответственно, в этом соревновании мы также поставили главный приз, так сказать, комплект зимних шин. И хочется отметить то, что вот с каждым годом участников все больше и больше, соответственно, это показывает уровень соревнований. И также хочу поблагодарить автоклуб Мегатрофи за хорошую организацию. Соревнования проходят на высшем уровне, и все, надеюсь, все участники довольны. Настоящие снежные гонки, адреналин, азарт победы, яркое зрелище, сопровождающееся криками болельщиков. Думаю, это один из незабываемых дней для всех участников, организаторов и болельщиков.